Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и о главных событиях к этому часу. Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП в одной из школ Дербышек. Здесь ученик ранил ровесника ножом. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранительные органы. По их данным, конфликт произошел из-за того, что один из ребят приставал к сестре его одноклассницы. Юноши встретились на спортплощадке. Один из них достал из рюкзака предмет, похожий на нож, и нанес 2 удара в грудную клетку. Пострадавшему оказали медпомощь. Со слов одноклассников, он чувствует себя хорошо и посещает занятия. Родители школьников и они сами говорить на эту тему не пожелали. От комментариев отказалась и администрация учебного заведения. Нападавший пояснил полицейским, что нашел нож на спортивной площадке во время занятий спортом. С несовершеннолетним сотрудником ПДН проведена профилактическая беседа. Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту в отделе полиции проводится проверка. По полученным телесным повреждениям будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Как нам сообщили в Республиканской прокуратуре, ведомство проверяет, как школа соблюдала требования законодательства о безопасности учеников. Прокуратура проверит соблюдение администрации школы, требований законодательства об обеспечении безопасности учащихся во время пребывания в образовательной организации. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Новую школу и дорогу к ней к началу учебного года они получили, но тротуара и освещения не дождались. Ученики 5-й школы Высокой горы вынуждены добираться на учебу по оживленному участку, пока власти решают вопрос с источником финансирования. Родители просят, чтобы на новой дороге появилась разметка, лежачие полицейские и знаки. Цена вопроса чуть больше 50 миллионов рублей. С открытием этой школы в районе смогли решить вопрос нехватки мест и успели к 1 сентября. Когда же ждать благоустройства дороги к школе, разбирался Рамиль Шайдуллин. Здесь не принято уступать пешеходам. Пешеходы сами прижимаются к обочине. Дорога одна. Эта дорога единственная, по которой можно добраться в школу. И получилось так, что она же стала и главным источником опасности для детей. Ведь пока ребята добираются на учебу, по ней же свободно, особо не сбавляя скорости, ездят и машины. Ведь у школы нет ни знаков, ни разметки, ни тротуаров, ни лежачих полицейских. По необорудованной дороге уже неделю вместе с мамой в школу ходят третьеклассница Диляра и первоклассник Самир. Своих детей одних Талия Шейхуддинова отпускать боится. Дорога очень узкая, и когда 2 машины не могут разъехаться, получается. Мои соседи видели, как одного ребенка чуть не задела машина, потому что тут уже гоняют, летают. Школа новая. Ее открыли в одном из растущих районов Высокой горы. Открытие особенно ждали родители тех детей, которых приходилось возить в школы вдали от дома. Надеялись, теперь не смогут ходить пешком. Оказалось, пока это опасно. И они еще маленькие, 1 класс. Их, конечно, одних никак не отправишь, а вот старших тоже. Небезопасно, конечно, и сделали бы дорогу еще для пешеходов. Чтобы дети могли безопасно идти не по обочине, а по тротуару. Мало ли какие условия погодные. С родителями солидарны и водители. Они считают, асфальтовое покрытие пока сложно назвать дорогой. Лежачие полицейские, возможно. Потом знаки. Естественно, может быть, пошире, чтобы дорога была. Нужен тротуар, конечно, чтобы для детей построили тротуар. С вопросом, когда на новой дороге ждать и знаков, разметки, а также тротуаров, жители обратились в администрацию. Ответ районных властей родителей не удовлетворил. По нашим вопросам конкретного ответа не было. И насчет тротуара, насчет освещения, насчет знаков он конкретно не смог ничего ответить. В бюджете, он сказал, денег ничего не осталось. Хотя были выделены очень много денег. Как объяснили в исполкоме, на строительство дороги уже потратили больше 20 миллионов рублей. На обустройство нужно еще больше 50 миллионов. Мы школу 1 сентября успели, достроили, открыли. Благодаря поддержке республики нам были выделены дополнительные средства для того, чтобы хотя бы вот эту дорогу построить, подъездную, там тоже немаловажно, там 24 миллиона рублей. Сегодня есть проблема такая, что нужно строить тротуар, нужно освещение. Пока источник финансирования не определен, но в любом случае мы этот вопрос на контроле держим. Пока определяется источник финансирования, дети продолжают ходить в школу на свой страх и риск, уступая дорогу машинам, а в темное время суток не забывая включать фонарик. Рамиль Шайдуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Высокогорский район.
Владимир Путин сегодня по видеосвязи открыл движение на новых и реконструированных участках магистрали М12, М5 и Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый вводимый в строй участок трассы М12 протяженностью 23 километра соединил Московское Большое кольцо и центральную кольцевую автодорогу в Московской области. Напомним, скоростная трасса М12 Москва-Казань-Екатеринбург строится в рамках международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. В Татарстане строительство автобана с мостом через Волгу идет в Кайбицком, Апастовском, Верхнеуслонском, Лаишевском и Пестричинском районах. Его протяженность по территории республики 142 километра. Время в пути между столицами России и Татарстана сократится почти в 2 раза и составит всего 6,5 часов. Проведенная работа – это еще один важный шаг в развитии надежного трансконтинентального автомобильного маршрута, соединяющего Запад и Восток нашей страны. Напомню, согласно планам, до конца 2024 года должно быть завершено создание трассы Москва-Казань, Екатеринбург. В итоге, с учетом уже действующей автодороги Нева, время в пути от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга сократится почти в 2 раза, с 31 до 17,5 часов. Сегодня в стране отмечают День финансиста. В своих соцсетях профессиональное сообщество поздравил Рустам Минниханов. Президент отметил, работа в Минфине самые непростые, но интересные годы в его жизни. Напомним, с 1996 по 1998 годы Рустам Минниханов был министром финансов. Он поблагодарил коллег за их труд. Соблюдать жесткую финансовую дисциплину призвал Рустам Минниханов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. Президент принял участие в заседании в режиме видеоконференции. Налоговая задолженность в республике выросла на 3,5 миллиарда рублей и составила 12,5 миллиардов. Важная задача – проанализировать ситуацию и не допустить роста, подчеркнул Рустам Минниханов. При этом ВРП, темпы промышленного производства и объемы строительства имеют положительную динамику, и ее надо сохранить. Есть сложности с логистикой, важно находить новые рынки и работать по всем направлениям. Как отметили, в первое полугодие ВРП Татарстана составил свыше 2 триллионов рублей. С учетом всех рисков и санкций, валовый региональный продукт по итогам года оценивается в 3,7 триллионов рублей. Сохраняется повышенная неопределенность траектории развития. В результате беспрецедентного внешнего давления на нашу страну появились новые вызовы. Вместе с тем, благодаря принимаемым предприятиями мерам, а также реализации федеральных и республиканских мер поддержки, ситуация в экономике республики остается стабильной. Системообразующие предприятия республики получили свыше 40 миллиардов рублей льготных кредитов. По данным Минэкономики, с начала года увеличивается количество поставщиков на маркетплейсах. В строительном секторе предусмотрено сохранение объемов строительства. Прогноз на следующий год – 2 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья. На следующий год ожидается 342,5 миллиарда рублей доходов в консолидированный бюджет. Значительным доходным источником бюджетов муниципальных образований является земельный налог. Прогноз по налогу согласован со всеми муниципальными районами и городскими округами на основе налоговой отчетности и динамики фактических поступлений. Его поступление прогнозируется в размере 8,3 миллиардов рублей. Фарид Мухаммедшин с Днем финансиста поздравил на праздничном концерте в БКЗ Сайдашева. В своем выступлении он отметил оперативную и слаженную работу парламента и финансовых органов, в том числе профильного министерства в законотворческой деятельности. По мнению Фарида Мухаммедшина, четкая и стабильная работа Министерства финансов зависит от команды профессионалов и его руководителя Радика Гайзатуллина. Он возглавляет ведомство уже 20 лет. В завершении Фарид Мухаммедшин вручил награды России и Татарстана. Я хочу вам сказать, что в обществе понимание важности вашей работы есть. Люди понимают, что за каждой копейкой, за каждым рублем стоит конкретный человек. Самое главное – правильно спрогнозировать, создать условия для того, чтобы эти деньги приходили в бюджет и правильно их использовать. Вот вы какой благородной работой занимаетесь. Спасибо вам, с праздником, будьте здоровы. 220-летие со дня образования Министерства юстиции сегодня отмечают в России. С профессиональным праздником ветеранов и сотрудников Татарстанского управления сегодня поздравил Фарид Мухаммедшин. Он отметил, с каждым годом работа у юридического сообщества прибавляется, а услуги специалистов более чем востребованы. Напомним, первым министром юстиции России был наш земляк, государственный деятель и знаменитый поэт Гавриил Державин. Фарид Мухаммедшин высоко оценил квартал юстиции, который открыли в конце августа. Здесь татарстанцы смогут получать юридическую консультацию в полном объеме.
объеме. Председатель Госсовета также поблагодарил ветеранов управления. Слаженная, согласованная, ответственная работа в правовом поле – это залог успеха. Это фундаментальные ценности, которые республика должна беречь. Межпарламентское сотрудничество и в целом взаимодействие между регионами Фарид Мухаммедшин обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Ермеком Кашербаевым. Дипломат приехал в Казань для участия в Днях культуры Казахстана. Как отметили, экономическое сотрудничество Казахстана и Татарстана успешно развивается. Подписаны проекты в нефтегазовой отрасли, производстве шин и других сферах промышленности. В рамках визита в Татарстан Ермек Кашербаев намерен посетить IT-парк имени Башира Рамиева в Казани, встретиться с муфтием Татарстана Камилем Хазратом Самигулиным и митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Вчера мы открывали 18-й международный кинофестиваль мусульманского кино. Я сидел и гордился, что вместе с татарскими фильмами там Казахстан неоднократно упоминался докладчиками. 5 фильмов. Да, представили 5 фильмов на этот фестиваль. Это о многом говорит. О развитии Казахстана, об успешном нашем сотрудничестве. Наш президент с официальным визитом побывал в Татарстане в текущем году. Визит был очень насыщенный, большой. Посетил 3 города. Нижнекамск, Набережные Челны. Эти проекты все сегодня реализуются на территории Казахстана. Создаются новые рабочие места. Самое главное, что это не просто какие-то сборочные предприятия, это локализация. Подписан очень важный проект в сфере нефтегазовой отрасли. Это завод по производству бутадиена. В эти минуты в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в рамках Дней культуры Казахстана в России проходит гала-концерт мастеров искусств среднеазиатской страны. Свое мастерство на сцене показывают Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, народные артисты Казахстана Секен Турызбеков, Айгуль Улкенбаева, заслуженные деятели Казахстана Салтанат Ахметова, Батыржан Мыктыбаев и другие известные исполнители и творческие коллективы. Казахские и татарские народы имеют общую культуру, общий язык, общие корни. И сегодня Казахстан и Татарстан продолжают сотрудничать. И это сотрудничество расширяется с каждым днем. Всем известно те экономические большие промышленные проекты, которые мы реализуем совместно. Добрые, светлые отношения соединяют Республику Татарстан, Республику Казахстан, объединяют Россию и Казахстан. Я хочу пожелать всем наслаждения и доброй дороги в мире искусства. Перед началом концерта в фойе театра гости увидели выставку картин казахстанских художников из фондов Елабужского музея-заповедника. Ранее в Казани в рамках Дней культуры Казахстана в России на Международном фестивале мусульманского кино представили 5 фильмов из этой страны. Помимо Казани, Дни культуры Казахстана в России проходят в Москве и в Астрахани. 13 сентября в столице страны пройдет большой гала-концерт. Наши инструменты очень схожие, родственные. Домбра – это не только музыкальный инструмент для казахов, он и духовная составляющая нации. Это дает представление народам друг о друге, скажем так, да, своего рода знакомства. Ну и плюс, конечно, какое-то обогащение в любом случае происходит. Показ фильма «Ибн Фадлан» в рамках Казанского фестиваля мусульманского кино прошел с большим успехом. Кинокартина посвящена 1000-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Как рассказал генеральный продюсер и режиссер картины Айнас Мухамедзянов, работа над фильмом шла около года. Желающих увидеть фильм было так много, что дирекция фестиваля приняла решение открыть еще один зал для просмотра. Кроме того, оперативно организовали дополнительный показ фильма 10 сентября. «Ибн Фадлан» – это документально-художественный фильм, снятый по мотивам путевых заметок арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие ислама в Волжской Булгарии в качестве официальной религии. Добавим, Казанский фестиваль мусульманского кино будет проходить в столице республики до 11 сентября. В Татарстане в начале осени подешевели продукты из борщевого набора, но подорожали яйца и чай. Цены проанализировали журналисты интернет-газеты «Реальное время». Сегодня в Казани встречали победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Это 150 учеников со всех регионов страны, путешествующие от Санкт-Петербурга до Владивостока. Эта поездка и есть главный приз конкурса. Его финал проходил в середине лета в Международном детском центре «Артек». В нем приняли участие 1,5 миллиона школьников. Ребята разбились на команды и презентовали свои проекты по развитию молодежных движений. Казань – это, наверное, один из лучших российских городов, тем более, что я здесь была.
Мне здесь очень нравится. Здесь потрясающая архитектура, потрясающие люди, очень гостеприимный город. Они посетят 13 регионов. Это и город Казань. Да, они будут сегодня в Иннополисе, они посетят Казанский Кремль, посмотрят, что такое нацбиблиотека современная, новая, молодежная. И, конечно, экстрим-парк «Урам», крупнейший в Европе. Среди победителей трое ребят из Татарстана. Это Амир Насибуллин, Илья Полянский и Полина Иванова, которые уже второй раз становятся призером конкурса. За время путешествия они увидят главные достопримечательности страны. Это Ельцин-центр, космодром Восточный, озеро Байкал и другие. В каждом регионе ребята передают флаг российского движения детей. Они станут амбассадорами и запустят работу движения во всех городах, где побывают. Следующая остановка – Екатеринбург. Мы проехали города Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москву. Больше всего мне понравилось в Нижнем Новгороде. Там замечательный Кремль, куча интересных построек, очень старых. У меня была мечта побывать на Байкале, и она исполняется благодаря большой перемене. 21 сентября в Казани стартуют фиджитал-игры. Это совмещенные соревнования по цифровым и классическим видам спорта. Будет две интерактивные дисциплины – футбол и баскетбол, где команды сначала состязаются за компьютерными приставками, а затем встречаются в классическом мини-варианте на стадионе. Также гонка дронов и виртуальная игра Beat Saber. Это своего рода репетиция перед первыми в истории международными соревнованиями по фиджитал-играм и киберспорту, которые называются «Игры будущего». Они пройдут в 2024 году в Казани. 256 команд и 2000 участников со всего мира будут состязаться в 15 различных дисциплинах. В ноябре, как я сказал, мы запланировали еще одно тестовое мероприятие. Сейчас мы находимся в диалоге и в переговорном даже процессе о том, какие мы виды спорта будем делать. Получится ли у нас собрать всю остальную программу. А потом еще два полноразмерных тестовых, разбитых на две части у нас будет в 2023 году. И, соответственно, 1 марта, потому что 1 марта пятница. Мы планируем открытие игр в Казани в 2024 году. Сегодня почти весь день было пасмурно и лил дождь, но начало осени может удивить и яркими красками. В завершении выпуска предлагаем переместиться к цветущему парку у театра кукол «Экият». А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Ремонт без хлопот. Ремонтируем квартиры, дома, офисы, коттеджи. Пенсионерам скидка 10%. Телефон 260 95 51. Как выгодно подключить спутниковое телевидение? С НТВ Плюс просто. Подключайтесь по акции телекэшбэк 100%, и стоимость приставки вернется на абонентский счет в полном размере. Оплачивайте бонусами просмотра дополнительных тематических пакетов и смотрите то, что любите. Подключайтесь к НТВ Плюс в фирменных салонах вашего города. Я вижу знаки. Они повсюду. Это знак. Путь свой найдешь или все потеряешь. И это знак. Мудрость озарит тебя или отвернется навсегда. Это знак. Не больше 60. Однозначно. У дорожных знаков нет двойных смыслов. Даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу. ЖК «Светлая долина». Квартиры в Казани с парком и набережной вдоль реки для неспешных прогулок и активного отдыха. Акбарсдом. Дом там, где мы. Михайловская усадьба. Место теплых встреч и ярких событий. Проведи мероприятие своей мечты вместе с нами. В Республике Татарстан дан старт 10-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru.
Отдохнуть с выгодой – это реально. До 10 сентября оплачивайте поездку на базу отдыха Кама картой «Мир» и получайте кэшбэк 20%. Подробная информация на сайте socialtatneft.ru и по телефону в Альметьевске 31 26 54. Татнефть. С заботой о вас и о вашем здоровье. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Казанский цирк представляет впервые в Казани цирковой мюзикл «Аладдин». Количество спектаклей ограничено. Здравствуйте, в студии Илья Андреев, и сейчас коротко о погоде. Первые дни сентября были прохладными из-за вторжения арктических воздушных масс. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево в предстоящие сутки сохранится прохладная погода, но без существенных осадков. Днем около 10 градусов выше 0. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге в первой половине дня небольшие дожди. К вечеру прояснится. Ночью 7, днем максимум 10 градусов тепла. Облачно с прояснениями в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Возможен небольшой дождь. Ночью около 8, днем около 11 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре, Балтасе без существенных осадков, пока прохладно. Днем всего 11 градусов тепла. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске днем небольшой дождь, ветрено. Днем около 10 градусов тепла. И в Альметьевске, Чистполе, Мамадыше по прогнозу не исключены небольшие осадки. Днем около 10 градусов выше 0. Несмотря на установившуюся с первых осенних дней прохладу, синоптики обещают, что бабье лето уже не за горами, и мы еще насладимся теплом и красотой сентября. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В предстоящие сутки в столице республики переменная облачность. К вечеру прояснится. В первой половине дня не исключены небольшие дожди. Ночью 7 градусов тепла. Днем всего 10 градусов выше 0. Ветер северный, порывистый. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Магнитное поле Земли спокойное. Несмотря на погоду, наша задача продолжать сохранять солнечное настроение. Всего вам доброго и до новых встреч!